Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу про спорт. Мансур Индиев завоевал золото на национальном чемпионате Китая по джиу-джитсу. Наш спортсмен выступил в весовой категории до 77 килограммов среди пурпурных поясов в ГИ. Плотный график, сильнейшие соперники из разных регионов Азии и высокая конкуренция – все это не стало преградой для Мансура. На татами он показал зрелое, продуманное джиу-джитсу, техничность и ментальную устойчивость, став символом дисциплины и характера. Победы на международной арене не случаются случайно. За каждым таким достижением годы тренировок, вера тренера, команда и внутренний огонь. Сильный старт на главном татами Франции. Ислам Далгиев завоевал золото в весовой категории до 100 килограмм. Среди Эдалт 18+, в разделе ГИ, среди коричневых поясов на чемпионате Франции по джиу-джитсу. Ислам уверенно прошел весь путь до финала, демонстрируя зрелость, дисциплину и безукоризненную технику. Ингушский спортсмен Исаак Амурзоев стал бронзовым призером в весовой категории до 58 килограммов на межрегиональных соревнованиях по тэквондо, посвященных памяти Абдурахмана Магомедова. Соревнования проходили в Махачкале с 30 мая по 2 июня и стали этапом отбора на спартакиаду среди юниоров до 21 года. Юнус Дахильгов завоевал золото на рейтинговом турнире по грэпплингу «Самурай Абсолют». Соревнования прошли в городе Алматы, Казахстан. Наш земляк выступал в абсолютной весовой категории. Юнус Дахильгов продемонстрировал не только техничность и хладнокровие, но и бойцовский характер, выдержав напряженную конкуренцию в самой престижной категории турнира. Его путь к вершине – это результат системной работы, настоящей дисциплины и силы духа. О развитии смешанных единоборств и предстоящих соревнованиях расскажет президент Федерации ММА Ингушетии Ваха Шенхоев. Ваха, ассаламу алейкум. Приветствую тебя в студии программы «Про спорт». Мы знаем, что недавно ингушские файтеры выступили на чемпионате России по ММА. Расскажи, каких результатов они добились? Да, у нас буквально недавно, с 29 мая по 2 июня, проходил в городе Самара, проходил чемпионат России по смешанным единоборствам. Чемпионат России, мы знаем, это по мужикам, по взрослым уже это более серьезный уже старт для нас. Другой уровень. Это, да, уже другой уровень. У нас была команда, но, к сожалению, в последний момент из-за травм, из-за непредвиденных каких-то обстоятельств у нас слетели лидеры нашей сборной, да и сборной России в целом. Это Халхаев Юсуф не смог выставить. Это действующий чемпион России, чемпион мира, также действующий чемпион мира, чемпион России Сириев Абдулмалик не смог выступить. Аслан Хазботов подошел к данному чемпионату с травмой колена, и по итогу он там стал вторым. Результат у нас по сравнению с прошлогодним, конечно, мы чуть уступили в этом году, но Общекомандный результат. Да. И в целом, ребята, у нас были очень много сложностей в последний момент, особенно из-за травм. Поэтому, наверное, ребята вот после чемпионата мира уже организм тоже сдал сбой, поэтому не подошли в нужной форме. Ну, это для нас неплохой результат, конечно, по истечению этих факторов, но все равно мы ожидали большего. И мы не унываем. Аслана Хазботова включили в состав сборной России. Он поедет с 4 августа по 17 августа на сбор Крым со сборной России. Оттуда, возможно, он подерется на чемпионате мира, и мы на это надеемся. Будем работать, обсуждать этот вопрос тоже, чтобы у нас от Ингушетии был участник чемпионата мира. И в прошлом году, мы помним, у нас было 3 чемпиона мира, и в этом году хотя бы нужен 1 чемпион. Да, жалко, что так получилось, конечно, но мы все помним, каких результатов добились Юсуф Халухоев, Абдулмалик Сириев, так что про них ничего сказать мы не можем. За последнее время они добились очень высоких результатов на выездах. Да, все, что возможно было выиграть по любителям, эти ребята выиграли, да. И уже у них акцент сделан на профессиональный спорт, и поэтому уже в июне в профлиге дебютирует Сириев Абдулмалик 19 июля. И также в июле уже в другой лиге дебютирует Халухаев Юсуф. Поэтому мы сейчас будем надеяться и наблюдать за этими ребятами.
так как мы всегда болели и переживали за них, когда они выступали по любителям, будем также переживать и наблюдать за тем, как у них сложится профессиональная карьера, а я уверен, что она у них сложится на все 100. Поэтому ждем этих ребят на мировых аренах уже. Ваха, кто еще у нас может выделиться на предстоящих соревнованиях? У нас, особенно по профессионалам, хорошо идет Картоев Ибрагим, тоже выходец из любительского ММА, призер мира, мастер спорта международного класса. Он подписан в Самарскую лигу OpenFC, очень перспективная лига, оттуда есть большая вероятность попасть в UFC, и поэтому мы его туда подписали. Он там провел уже один бой против очень крепкого парня, выиграл этот бой. В дальнейшем уже планируется его претендентский бой, скорее всего. И уже, я думаю, в статусе чемпиона пару зашит, и мы можем уже смотреть за океан. И такие уже есть пару договоренностей насчет него, мы обсуждаем, потому что и вес у него на 57 он дерется, Картоев, поэтому очень удобный вес, конкуренции минимальная во всем мире даже. Поэтому есть шансы. Я думаю, что Картоев в скором времени должен о себе заявить уже в Америке. Уже станет вторым представителем Ингушетии, да? Да. И я на них надеюсь, потому что мы знаем, каких высот они добивались в любительском спорте, и весь этот багаж, весь этот потенциал, который они обрели за эти годы, он не может просто исчезнуть, и они должны где-то это проявить. Нужно идти дальше, конечно. Конечно, да, у них есть цели, ребята тренируются, ребята пашут. И помимо них у нас есть очень перспективные ребята, очень талантливые ребята. Мы всегда их подчеркиваем, и каждым днем, что радует, этот состав наполняется, и с каждым днем он обновляется, потому что молодежь растет, молодежь развивается и показывает результаты. И мы делаем акцент, особенно делаем акцент на молодежь, так как нам всегда, я говорил, нужна замена этих лидеров, поэтому нам нужен год-два, чтобы уже заявить о себе на профессиональном уровне. Вот, на мировом уровне, я думаю, мы можем спокойно о себе заявлять. Все мы знаем, что твои заслуги были отмечены на федеральном уровне, на российском уровне, что ты был признан лучшим тренером. Как ты считаешь, в чем вообще секрет твоего успеха и насколько ты доволен этим результатом и результатом наших спортсменов? Конечно, сейчас без скромности, если говорить, очень доволен, даже не ожидал такого, что меня будут признавать лучшим тренером России. Это для меня, конечно, огромная мотивация, огромный стимул дальше работать. И это в основном командная работа, это все ребята, которые со мной рядом, это тренера мои, это федерация, это вся республика, наверное, которая меня поддерживает, потому что один человек, я всегда говорил, один человек ничего не сможет сделать, поэтому за мной стоят очень много людей. Но и от твоего подхода многое зависит. Так как я сам выходец из этого направления, наверное, мне чуть легче дается эта работа. В своей среде. Да, я себя чувствую более спокойно. Я всегда говорю, я целый день не работаю, у меня есть свое направление, да, где я работаю, уже основное место работы мое. И я всегда говорю, после этой работы я в зале уже отдыхаю, потому что ты себя чувствуешь уже в своей тарелке, как говорится. Поэтому это мое, мне кажется, и у меня поэтому так и получается. Ваха, совсем скоро, уже в этом месяце, насколько я знаю, 20-21 числа, у нас должен состояться открытый турнир по ММА «Кубок Назрани». Как идет подготовка, сколько весовых категорий, сколько спортсменов выступит? Да, это ежегодный турнир Кубок Назрани. Даже до моего назначения руководителем федерации этот турнир проводился у нас. И мне этот турнир понравился, и уже с приходом я начал с каждым годом наращивать обороты, наращивать масштабы этого турнира. Это своего рода старт для молодых. Это старт, показать себя, показать свой уровень, потому что на турнире данном
Мы ожидаем порядка 300 спортсменов со всех регионов СКФО, и даже со всей республики там порядка 200 участников будет. Поэтому это такой масштабный турнир, где каждый спортсмен должен биться за свою медаль, да. Там легко никому не бывает, поэтому мы в скором времени уже, я с руководством Федерации смешанных единоборств России уже разговаривал насчет этого турнира, хотим его сделать всероссийским турниром и в последующие годы, чтобы он был официально мастерским турниром, и так он и будет называться Кубок Назрани. Вот. Я думаю, он многим интересен, и он интересен и Министерству спорта республики, потому что они всегда поддерживают данное направление. И я думаю, и мэрии Назрани, и всем жителям Назрани будет интересен такой всероссийский мастерский турнир, если сделать, и назвать его Кубок Назрани. Поэтому мы если получится его назвать всероссийским, сделать его всероссийским, то после победы в этом турнире какие шансы, возможности откроются? Да, после победы уже на всероссийских турнирах тебе присваивается звание мастер спорта России, также тебе дается путевка на Кубок России. Поэтому это будет уже отборочный турнир, он будет внесен в единый календарный план Минспорта России, он официально уже будет в базе, поэтому он будет уже официально зарегистрированный турнир, ежегодный турнир, где будет помогать Минспорт России, организации данного турнира, и он будет более масштабный, он будет проходить уже во Дворце спорта, он будет проходить в 2 клетках, поэтому будет очень хороший, грандиозный такой турнир, любительский, откуда уже ребята будут выявляться и будут дальше драться по профессионалам. Как раз у нас есть Лига НФЛ, где вот такие турниры всероссийские будут показывать уровень каждого бойца, кто хочет подраться уже по профессионалам. А какие еще спортивные соревнования, какие еще выезды, что в этом году еще планируется? У нас в этом году очень много стартов еще должно быть, потому что это, в принципе, начало года. Сейчас 29 июня мы с командой Республики Ингушетия, со сборной республики уже улетаем в Ульяновск, город. Там будет проходить тоже всероссийский турнир имени Петра Минеева. Это брат Владимира Минеева, нам всеми известного. Вот, нам прислали приглашение официальное, мы туда выезжаем с командой. Также, как я уже сказал, с 4 августа по 17 августа будет проходить в Крыму сбор со всей сборной России. Туда привлечен уже Хазботов Аслан, но я сейчас разговариваю, чтобы еще пару наших лидеров, которые из-за травм остались, не поехали на чемпионат России. Я хочу, чтобы эти ребята попали на этот сбор, потому что там есть чему поучиться, есть обмен опытом, поэтому хочу, чтобы они были уже на месте и там прошли подготовку. И это для нас будет такой важный старт после сбора. Мы ждем у дебюта уже и Халхаева Юсуфа, и Сириева Абдулмалика. Ну что, будем надеяться, что они вернутся с очередной победой в соревновании. Да, очень надеемся на это. Баркылды Ариасхалва, благодарю за интервью. Ариасхал. А теперь дайджест российских и мировых спортивных новостей. Российский футбольный союз планирует организовать для национальной сборной 2 товарищеских матча в сентябре. Флорида со счетом 5-2 обыграла Эдмонтон в 5-м матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на домашней площадке Эдмонтона. Сборные Бразилии и Эквадора по футболу обеспечили участие на чемпионате мира 2026 года. Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с венгеркой Фанни Штолар стала победительницей турнира женской теннисной ассоциации. Сборная России по футболу со счетом 4-1 победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла на национальном стадионе в Минске. Российский дзюдоист Аюб Блиев стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в весовой категории до 60 килограммов. Соревнования проходят в Будапеште. Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди юниоров в 2026 году пройдет в Туле.
На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.